Давно замечено, что география и месторасположение территорий имеют немаловажное значение для исторических судеб государств и народов. Тува в начале XX века была перекрестком географических ландшафтов и цивилизаций, кочевой и евразийской. Занимая самый центр азиатской суши, находясь в плотном кольце горных хребтов, Тува защищала себя от чрезмерного и нежелательного влияния извне, что не привело, однако, к этнической изоляции. К XIX веку смежные с Тувой области Сибири были хорошо освоены русскими. И к середине XIX века число русских купцов, торговавших с тувинцами и поселившихся в их краях, исчислялось уже сотнями. В силу того, что наши насиженные истори места граничат на севере с Россией, уренхайское население вполне естественно смешалось с русским, имея взаимную связь и многочисленные материальные интересы. Так писал в 1913 году хемчинский Хамбулама. 18 апреля 1914 года официально был объявлен протекторат России над Тувой, которая под наименованием Уренхайского края была административно подчинена управлению енисейского губернатора. Столицей края был назначен город Белоцарск. Объявлением протектората в 1914 году был зафиксирован переходный статус Тувы. С момента его установления ситуация могла развиваться в направлении либо присоединения Тувы к России, либо обретения ею национальной государственности. Историческая действительность продемонстрировала оба названных варианта. 18 июня 1918 года на совместном съезде русского и тувинского народов был единогласно принят договор о самоопределении Тувы. Однако из-за гражданской войны в России созвать Всетувинский съезд тогда не удалось. Работу по подготовке Всетувинского съезда в числе прочих осуществлял яркий политический деятель и горячий сторонник независимости Тувы Иннокентий Георгиевич Софьянов. Туран – первое русское поселение в Туве, и именно сюда, в северную окраину Уренхайского края, приехал Иннокентий Георгиевич Софьянов. Иннокентий Георгиевич Софьянов родился 26 сентября 1875 года в Иркутске, в купеческой семье. Будучи 14-летним подростком, впервые посетил Туву по делам торговой фактории отца. Позже Софьянов переехал в Туву, где занимался животноводческим хозяйством и активной общественно-революционной работой. Его избирают председателем Краевого русско-уренхайского земства. Помимо этого, Иннокентий Георгиевич был одним из собирателей тувинского фольклора. В совершенстве владел тувинским языком, был автором множества литературных работ, посвященных Туве. В 20-е годы Софьянов представлял в Туве Сибирский революционный комитет, Дальневосточный секретариат Коминтерна и Реввоенсовет 5-й армии, вел дипломатическую переписку с представителями Китая и Монголии в Туве. Иннокентий Георгиевич Софьянов на 10-м съезде русской колонии в сентябре 1920 года внес предложение о переименовании города Белоцарска город в Красный, а в августе 1921 года о смене прежнего названия Республики Уренхай на Тану-Тува. Оба предложения были приняты и стали историческими. Иннокентий Георгиевич Софьянов принимал непосредственное участие в работе над проектом первой Тувинской конституции, принятой в 1921 года на Всетувинском учредительном хурале. Летом 1921 года Уренхайский край начал реальное движение в сторону суверенитета. С 13 по 16 августа 1921 года в местности Сук-Бажи состоялся съезд коренного населения Тувы. Именно здесь, 100 лет назад, произошло важное историческое событие – провозглашение Тану-Тувинской Народной Республики. В фондах Национального архива Республики Тыва имеется протокол первого революционного съезда представителей от всех хажунов народов Тану-Тува
происходившего в местности Сук-Бажи с 13 августа 1921 года. Согласно документу, на съезде присутствовало 62 делегата от хашунов и сумонов, делегация от Советской России 18 человек, представители Монголии, Коминтерна и Кореи. Открытие съезда началось с приветственного слова председателя Сибирского революционного комитета Иннокентия Софьянова, который говорил о величайшем историческом значении первого революционного съезда Тану-Тува-Улус. Председателем Ситувинского хурала был избран наён Хемчинского дахашуна Мангуш Буян-Бадыргы. Буян-Бадыргы поистине легендарная личность, один из самых известных деятелей тувинской истории. Он родился в семье бедного табунщика, но был усыновлен могущественным наёном. Сам Буян-Бадыргы стал правителем самого большого в Туве хашуна всего в 16 лет, после смерти своего приемного отца. Несмотря на возраст, молодой наён быстро стал пользоваться авторитетом и у тувинцев, и у монголов, и у русских. Русские путешественники, встречавшиеся с ним, отмечали, что он прекрасно образован и воспитан, прост в общении, интересуется всем новым. Он свободно владел тувинским, монгольским, тибетским, китайским и русским языками. Буян-Бадыргы был первым председателем Совета министров молодого независимого государства. Этот пост он занял 29 лет. В повестке дня Ситувинского учредительного хурала стояли важные вопросы о самоопределении Тувы, о Конституции, об укреплении дружественных отношений с Монголией, с Россией. В общей сложности 26 вопросов. Самостоятельное тувинское государство получило официальное название Республика Тану-Тува-Улус. 14 августа 1921 года единогласно было вынесено историческое решение. Народная республика Тану-Тува является свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах самоуправлением всего народа. В международных же отношениях Республика Тану-Тува признает покровительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. В 1925 году Тувинскую Народную Республику официально признал СССР. На следующий год, в 1926 году, Монголия. После образования нового государства перед только что сформированным правительством стал вопрос о создании атрибутики и государственной символики. Необходимо было разработать государственный герб, флаг, которые отражали бы национальные, социально-экономические и политические особенности нового суверенного государства в центре Азии. С 1921 по 1944 годы Тува сменила 6 государственных флагов и гербов. В их символике отражены тенденции тех лет в политике страны. Ключевым элементом первого флага Тану-Тувы был традиционный древнебуддийский символ Харло – колесо жизни и знаний. На флаге 1926 года главную роль играют уже символы СССР – серп, колосья, а вместо молота изображены грабли, ведь Тувинская Народная Республика была преимущественно аграрной страной. Но знак Харло говорит о том, что буддизм все еще играет важную роль в жизни республики. Однако из флага 1930 года этот символ уже исключен. Флаг и герб 1936 года символизируют повышение национального самосознания. На белой лошади всадник Арат в национальном костюме скачет на восток, а с северо-запада его освещает солнце. Данный герб отличается от предыдущих гербов внешним обрамлением в форме цветочного лепестка. Данная композиция является очень редкой для мировой геральдики. В истории геральдики контур территории используют лишь в новейшее время, поэтому Тувинская Народная Республика является первым государством, которое ввело использование такой эмблемы в своем гербе. Советской символики здесь нет, но она вновь появляется на гербе республики в 1941 году, когда Тува объявляет о своей поддержке Советского Союза во Второй мировой войне. А в 1943 году, за год до того, как Тува вошла в состав СССР, латинская аббревиатура ТАР
была заменена на кириллическую. Тувинский учредительный хурал принял первую конституцию нового государства, состоящую из 22 статей. За всю историю существования ТНР было принято 5 конституций. Согласно первой конституции 1921 года, верховная и законодательная власть принадлежала съезду всех хашунов, народному хуралу, созываемому не реже раза в год. Это свидетельствовало о том, что новое тувинское государство декларировалось и создавалось как парламентская республика. В первой конституции Тувы было юридически оформлено образование суверенного государства. Впервые были узаконены такие незыблемые ценности демократического общества, как равенство всех граждан перед законом, приоритетность просвещения, поднятие культурного уровня и здравоохранения. В основном законе говорилось о просвещении и поднятии культурного уровня народа, о здравоохранении, создании финансово-денежной системы, поднятии экономики путем сотрудничества с другими республиками. Были определены структура и функции органов власти, отменены телесные наказания и система феодального судопроизводства. Были созданы органы государственной власти. Верховная законодательная власть принадлежала народному, впоследствии Великому Хуралу, исполнительная – Всеобщему Центральному Совету, правительству. Органами местной власти в кажунах являлись советы кажунов и сумонов, на которые возлагали и функции правосудия. Принципиальное значение имело положение о том, что центральные и местные органы власти периодически переизбираются, а их решения принимаются коллективно. Город Кызыл был объявлен столицей молодого независимого государства в центре Азии. Новый город заложили в местечке, известном среди русских под названием Виланы, а среди тувинцев Хембельдир, что означает слияние рек Бейхем и Кайхем, образующих Енисей. Раньше в районе Хембельдыра собирались феодалы и чиновники, устраивались моления лам, располагались торговые заведения российских купцов. В центре Уренхайского края при слиянии двух главных притоков Енисея на большой возвышенной равнине родился город Белоцарск. Название это дано в честь державного вождя русского народа под именем Цаган-хан, что в переводе означает «белый царь». Достаточно быстро Белоцарск становится подлинным центром Тувы. Революционные события и гражданская война не обошли стороной новую столицу края. В конце августа 1919 года город был почти полностью сожжен. В 1918 году Белоцарск был переименован в Уренхайск, а через 2 года в город Красный. И в 1922 году город Красный получил название Кызыл, которое существует до сих пор, почти 100 лет. Сегодня Кызыл – административно-политический и культурный центр Тувы, где проживает большинство жителей республики. В 1926 году недра, леса, воды и их богатства были объявлены общенародным достоянием. Расширялись избирательные права граждан, устанавливалась государственная монополия внешней торговли, провозглашалась свобода совести и отделение церкви от государства. Были отменены феодально-чиновничьи титулы и звания, знаки отличия и особые почести. Был утвержден первый государственный бюджет республики. В ТНР начали работать Тувинский центральный кооператив и Тувинбанк. Вступила в строй электростанция, возобновилась добыча золота,
Появились предприятия кустарной промышленности, типография, развивалась государственная и кооперативная торговля. Государственно-кооперативный сектор экономики приносил в бюджет более половины доходов. Предметом экспорта СТНР была продукция животноводства и охотничьего промысла. Значительное развитие в Туве получила золотодобыча. В 1931 году объем ее продукции превысил уровень 1929 года почти в 2,5 раза. Выручка от реализации вывозимой продукции золотодобычи направлялась главным образом на капитальные вложения в молодую промышленность республики. По данным переписи, к началу 30-х годов земледелием занимались свыше 70% тувинских хозяйств, и в целом к концу 30-х годов были достигнуты значительные успехи. ТНР с 1939 года не только не прекратила ввоз хлеба из-за границы, но и сама начала экспортировать его в СССР. О темпах роста промышленности говорят следующие данные. К 1941 году работали кирпичные, лесообрабатывающие кожевенные заводы, каменно-угольные и соляные разработки, пошивочные и пищевой комбинаты, мельницы, электростанции, авторемонтные мастерские, типография. Кроме того, имелось 28 кустарно-промысловых артелей. Роль промышленности в экономике неуклонно повышалась, и за период с 1932 по 1941 годы удельный вес ее в доходной части бюджета ТНР удвоился.
В годы существования ТНР была создана национальная письменность, организовано издательское дело, что послужило толчком к развитию культуры и образования. Была выполнена задача по ликвидации неграмотности, и к 1944 году рост числа школ по сравнению с 1929 составил более 30%, а число учащихся увеличилось в 57,5 раза. В Туве появляются первые самодеятельные драматические коллективы. В 1940 году был создан Государственный драматический театр, что явилось крупнейшим событием в культурной жизни Тувы. В 30-е годы созданы первые научно-исследовательские и культурно-просветительские учреждения: ученый комитет ТНР, сельскохозяйственная опытная станция, краеведческий музей, республиканская библиотека и архив республики. В годы Тувинской Народной Республики были заложены основы профессионального музыкального творчества. Развивалось прикладное, декоративно-оформительское и изобразительное искусство. Выросли кадры профессиональных художников и камнерезов, продолжавших лучшие традиции тувинских мастеров и умельцев. Образование суверенного государства Тувинская Народная Республика – один из ярких периодов истории тувинского народа, находившегося в течение многих веков в составе разных государственных объединений. Именно в период ТНР была заложена основа для развития отраслей экономики, политической системы, градостроительства, образования, науки и культуры. В этот период была принята собственная денежная система, введена письменность на латинской основе, установлены дипломатические отношения с соседними государствами. В 1933 году генеральным секретарем ЦК ТНРП стал Салчак Албахарекович Тока, который на протяжении 40 лет руководил республикой, внес большой вклад в развитие республики и организации помощи СССР в годы Великой Отечественной войны. Салчак Албахарекович Тока родился в 1901 году в местечке Мерген Кайхемского Кажуна. В годы революции и гражданской войны помогал красным партизанам, был их проводником. Учился в Коммунистическом университете имени Сталина. Тока активно выступал за вхождение Тувы в состав советского государства, непосредственно участвовал в подготовке декларации о вхождении ТНР в состав СССР. В годы Великой Отечественной войны возглавил работу по перестройке Тувы на военный лад и оказанию помощи СССР. «Я хочу добиться присоединения арадского народа к народам Великого Советского Союза», писал товарищ Тока. Дело явно шло к объединению двух государств, но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Военные действия не затронули территорию Тувы, но Тувинское государство сделало все, что было в его силах для победы над гитлеровской Германией. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы» руководство Тувинской Народной Республики с первых дней войны приняло меры по перестройке хозяйства страны на военный лад. Были расширены старые и созданы новые промышленные предприятия. Введен строжайший режим экономии, налажено производство продукции для нужд фронта. Для Красной армии производились лыжи, кавалерийское снаряжение, валенки. Из всех кажунов в Кызыл отправляли красные обозы подарков для фронта, гурты скота, продовольствие, одежду. На средства жителей республики была построена авиаэскадрилья Тувинская Народная Республика. Были собраны средства на постройку танка «Молодежь ТНР». Через границу потекли автоколонны с предназначенными для советской армии сельскохозяйственной продукцией, медикаментами, в том числе средствами народной восточной медицины. В первые же дни войны Тува передала СССР весь свой золотой запас на сумму более 30 миллионов рублей. Красная армия получила из Тувы 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч полушубков, 19 тысяч пар рукавиц, 16 тысяч пар валенок, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса, топленого масла и муки.
Призыв советских граждан, живших в ТНР, начался с ноября 1941 года, а с 1943 года на фронт отправились первые тувинские добровольцы. В общей сложности за годы войны в рядах Красной Армии служило более 3000 советских граждан, проживавших на территории Тувы, и 220 тувинцев-добровольцев, по данным Национального архива Республики Тыва. 3 уроженцев Тувы были удостоены высшей награды Герой Советского Союза. Это Кичиол Тюлюш Балданович, Чургуйол Хамушку Намгаевич и Бухтуев Михаил Артемьевич. 17 августа 1944 года Малый Урал Тувинской Народной Республики принял декларацию о вхождении ТНР в состав СССР. 11 октября того же года Тува была включена в состав Советского Союза на правах автономии. За 23 года своего существования Тувинская Народная Республика достигла значительных успехов. Этому способствовало тесное сотрудничество с СССР. Появились города и рабочие поселки. Население республики возросло почти на 35 тысяч человек. Сложилась многоукладная экономика, а количество скота достигло рекордного уровня – почти 2 миллиона голов. Доходная часть бюджета превышала расходную. Через Советский Союз республика имела выход на мировой рынок, где сбывалась пушнина и закупались необходимые товары. И в годы войны Тува мобилизовала весь свой потенциал на оказание помощи в разгроме врага, тем самым укрепив связи с СССР. И далее, будучи в составе советского государства, Тува продолжала развиваться по восходящей линии. Сегодня Тува обладает достаточно высоким потенциалом развития международного, государственного, межрегионального и местного значения, имеет уникальные природные ресурсы. Республика открыто заявляет о готовности к перспективным проектам и предложениям, при этом сохраняя свои традиционные особенности и обычаи, уважая и чтя свою историю.